Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами сегодня обсудим довольно объемную тему, и лучше сказать маленький участок объемной темы наших. Ни для кого не секрет, что уже многие годы у нас идет гибридная война, и одним из основных направлений этой гибридной войны является информационная борьба по изменению ментальности нашего народа, так называемая когнитивная война. И вот одно из направлений – это расчеловечивание наших людей. Расчеловечивание состоит из множества пунктов. Вот самый простой пункт – это отлучение от религии, лишение нас возможностей религиозных. Второе – это пересмотр нашей истории, отлучение нас от своих корней, от нашего исторического прошлого. Следующее направление, которое уже у всех на устах, это ЛГБТ направление. Следующее это child-free, отказ от деторождения. Вот эти вот основы, которые разрушают нашу ментальность, вот эти основы, которые лишают нас своих корней, это сейчас одно из таких самых основных направлений, которые обрабатывают наше общество. Работают они очень незаметно, они работают очень грамотно, они, по принципу окон Эвертона открываются и дальше маленькими шажками открылись, что-то ляпнули в общество, посмотрели, как общество среагирует, год пройдет, через год опять что-то скажут. Опять посмотрят, как общество среагирует. И вот так вот маленькими шажочками, вот уже после развала Советского Союза 30 лет прошло, даже больше, до развала Советского Союза уже при Хрущеве начинали клеймить позором Иосифа Виссарионовича и все его достижения. И вот так вот мы незаметно приходим к тому, что у нас уже получается социализм – это какая-то страшилка. Иосиф Виссарионович, что вообще палач, который тут кроме репрессий ничем не занимался. Социализм это вообще какой-то страх божий, который тут... Ну и, соответственно, религия, ну как-то тут, может, теперь уже все материалисты, все безбожники по типу такого. Вот что сделано за последних вот этих вот отправления Хрущева. Поэтому, да. Ситуация сложная. И решение, как ни странно, очень простое. То есть в сложных ситуациях нужно задавать простые вопросы. Кому это выгодно? Ну явно, что это выгодно не нашему белорусскому народу. Явно, что когда нас уничтожают, нам это не надо. Второй вопрос. Значит, что будет, если это произойдет? Всегда нужно такой вопрос задавать. Вот что-то нам предлагают. Нам предлагают уничтожение нации по-русски. Что будет, если это произойдет? Нас не будет, кто-то придет на нашу землю другой. А нас просто забудут. Вот такие простейшие вещи. Когда мы говорим о гибридной, там, информационной, или, как американцы говорят, психологической войне, это их термин американский, нужно просто смотреть, как они работают. Значит, вот, рекомендую для прочтения «Манипуляция сознанием» Карамурзы. Очень толковая такая толстая, правда, книжка, но очень толково все расписано. Значит, психологическая война, она держится в первую очередь на теории Антонио Грамши. Антонио Грамши, он анализировал революцию нашу в 17 году, и он анализировал фашистскую революцию в Испании. Почему же она произошла? Там же были вроде бы другие обстоятельства, другие люди приходили к власти, другая идеология. Он сделал вывод, что любое государство держится на трех вещах, трех китах, он говорил. Оно держится, первое, на традициях. Что такое традиции? Это и ценности наши, это понимание нашей истории, это понимание, как мы жили, как мы должны жить. Вот это первое. Это самое главное. И вот мы видим, что мы видим, как у нас пытаются всячески уничтожить наши традиции. Вот Парк Победы. 4 аллеи. 41-го года, 42-го, 43-го, 44-го. А где же 45-й год? А его нет. А почему? А потому что, согласно
господина Латушки, который был у нас министром культуры, вот до 1944 года все нормально, пока нас не освободили. А потом пошла оккупация Европы, потом мы перестали вести справедливую войну, мы стали оккупантами. Вот такая психология закладывается в мозги молодежи. Второй момент. Значит, государство держится на втором кителе. То есть убеждение нации в том, что ей руководят правильно. То есть, что делается? Не можешь оспорить теорию, не можешь оспорить дело, нападай на человека, который это дело делает. Значит, нападай на конкретно президента страны. Ты не можешь оспорить то, что Беларусь поднялась, то, что она развивается, то, что экономический рост, это никак не откинешь, это есть. Евгений Николаевич, нападай с позиции того, что он делает, что якобы вот не так, как на самом деле. Естественно. Значит, вот он такой, он сякой, он плохой, можно было сделать лучше. Вот может быть идеальная страна, которой нигде в мире нет, ее не существует идеальной. Но вот мы хотим идеальную, а вот здесь не идеально. То есть порочь власть. Более так объемное выражение: все, что делает власть плохо, все, что сделано плохо, сделала власть. Да, Вот. да. Все, что делает Беларусь, это плохо, все, что делают на Западе, это хорошо. Вот тут даже двойные стандарты у меня. Стандарт один. Там хорошо, здесь плохо. И третий кит, который указывает Антонио Грамши, это принуждение. То есть те, кто выступает против власти, они должны нести ответственность по закону. То есть человек нарушил закон, он должен отвечать так, чтобы другим было неповадно. И что мы видели в 2020 году? Там кровавые, там, господи, все что угодно, да? Значит, беззащитный мирный народ бьют, там уничтожают и так далее. В принципе, это то же самое, что мы видели в Куропатках. Кровавая резня, уничтожение. Значит, нельзя применять силу для наведения порядка. Нельзя. Сущностная ложь, которая извращает на 100% реальность. И вот это, значит, лилось в 2020 году, да. Да, то есть цель простая. Цель простая – заставить нацию уничтожить саму себя. И вот даже сейчас, что происходит, посмотрите, на Западе, и там полный тоталитаризм. У нас есть люди в Швеции, например, есть люди в Литве на спектре, есть там в Польше. Значит, в Польше уже люди сидят в тюрьме. В Литве уже кого-то посадили. Значит, разговариваешь с теми, кто еще на свободе, они говорят, у нас запрещены даже советские мультфильмы. Даже советские мультфильмы запрещены показывать. Значит, разговариваешь Швеция, из каждого утюга несется, Беларусь нападет на Швецию. Вот Беларусь готовится к войне со Швецией, господи. Где это Швеция? Где Швеция, где Беларусь? Блин, это вообще какое-то безумие. Нет, вот нападут. И это промывают мозги. Значит, каждый должен сдавать какие-то деньги на войну в Украине. Вот ты работаешь, ты должен сдавать деньги. Кстати, вот из французского... На квадрокоптере обычно. Да, значит, из французского спектра, у нас же во Франции тоже есть наши... Квадроберы сдают на квадрокоптерах. Они, значит, рассказывают. А вот мой муж, она пишет, женщина, говорит, недавно сдал деньги на войну в Украине. А если бы он не сдал, к нему были бы вопросы, он мог потерять работу. То есть они вроде понимают, что происходит. Они понимают, что там нацизм, но они не могут, значит, официально об этом заявить, потому что он потеряет работу. Ну, очень хорошо. Сегодня, сказать, это иллюстрирует всем маломальски здравомыслящим людям у нас, что такое вот это Запад. Ну, товарищи, я вот хочу вернуться, собственно, к тому, что и нас побудило инициировать эту площадку сегодня, когда упомянули советские мультфильмы. Собственно, почему запрещены мультфильмы? Ну, советские мультфильмы, они вот, да, они действительно как бы, это эпоха. Скажем, русскоязычные семьи, ну, иудейские семьи реальные, да, соблюдающие, живущие по законам еврейской религии в Израиле, да, своим детям, те, кто у детей, кому было важно сохранить русский язык, активно использовали советские мультфильмы, показывали советские мультфильмы.
держали дома эти кассеты, передавали их, помните, вот видеокассеты 80-х годов, здоровые такие, да? Потому вот что это, они люди мягкие, эти вот- добрые, они Значит, учат то есть хорошему. Тут вопрос такой, вот эта вымышленная полемика тоже, которая была подсажена и над которой потешался еще, собственно, можно сказать, величайший белорусский историограф Петриков. Есть сборник его статей, к сожалению, издан в том же году, когда он умер, 2008, по-моему. Он отмечал, что все те, кто поливают и поносят, значит, Советский Союз, это выходцы из Института истории партии. Вот. И он говорит, у вас там были кандалы, ну вот вы освободились от кандалов, начинайте осмыслять все, что есть, а не менять плюсы на минусы и тупо поливать прошлое и ничего нового не сказать. Так вот, вопрос классовый, вопрос цивилизационный, якобы решен в пользу цивилизационного, что, конечно, является полным абсурдом, да, потому что классовый подход – это метод изучения истории, метод изучения экономики. И понятно, что его бессмысленно отбрасывать. И понятно, что он не дает ответы на все вопросы. Ну, сегодня мы это понимаем, да, потому что, собственно, мы стоим уже после развала Советского Союза, которому предшествовал тяжелейший кризис советского общества. И немногие помнят сегодня, в 70-е годы советская интеллигенция, причем техническая, да, там морально-духовное разложение и последовавшее за ним социально-духовное разложение было колоссальным. Люди бросались во всевозможные секты, там, в йоге, ходили к каким-то гуру, еще не ездили к ним на Дальний Восток, так там были где-то в Средней Азии, где угодно, и они там потешались этих, значит, московских фриков, отморозков, которые там приезжали, там по их команде были готовы там ползать по песку и всякое другое, подробно описано. То есть колоссальный кризис ценностей. Понятно, что сегодня в Беларуси, к сожалению, и к счастью, конечно, нашему, ну, не может разорваться один человек, даже гениальный. Вот глава нашего государства в своих выступлениях, собственно, в своих программных заявлениях народу он заложил основы правильного видения. К сожалению, в белорусской науке нашей, общественно-экономической, общественно-политической, нету никаких трудов, которые бы вот этот подход положили в основу и писали бы на эту, тему серьезные Такое труды. ощущение, что не слышит. Игорь Когда он Львович. говорит, его не слышит. Игорь Львович, смотрите, берем, подойдем к этому вопросу немножко с другой стороны. Зарплата, которая были научных сотрудников, извиняюсь, посмотрите, заплатить. Но те гранты, которые они получали, они иногда были даже больше самих зарплат. И вот, когда, допустим, те же поляки говорят, ну давайте, пишите, какие мы были хорошие в 20-х годах, какие мы были хорошие. Ну, это отдельная проблема. Это внутренняя проблема Академии наук. Это Да. материальный вопрос, и именно благодаря вот низшему положению В государства свое время Солнце манипулировали. заявил, что при выделении 10% денег от количества финансирования система образования начинает работать против государства. Да, Ну, То есть сегодня 10% научные сотрудники, выделяет, и система научные образования сотрудники нам работает совсем не Нет, денег. так вот, понимаете, вот сейчас, слава богу, вот там, по-моему, в 2021 году президент сказал так, надо посмотреть, а чем-то поляки занимались, вот межвоенный Понятно, период, понятно. во время войны и Да. после войны. Да, да. И вот начали уже изучать Не, ну почему? историю. Я изучаю вот Начали вопрос, изучать где-то межвоенную историю Западной Беларуси. я Это тоже был по как- поляку где-то 17 или 16 года изучаю. Да. И то, что делала армия Краева у нас в районе, у меня вот есть материал, он опубликован был несколько раз, я на конференциях выступал. Ну, можно только так вот кратко сказать, что в конце 43 года они уже напрямую, армия Краева сотрудничала с ССД. Дальше какие-то комментарии излишни. Ну, кстати, возвращаясь к вопросу ценностей, да, это было целостное сотрудничание. Армия Краева активно занималась поисками и вынищением евреев, Да. которые с помощью белорусов где-то ховались в лесах или были в партизанских отрядах, в семейных лагерях или индивидуально многие ховались. Армия Краева занималась их поиском и А уничтожением. сейчас что происходит? Сейчас
хотят весь этот польский антисемитизм переложить на плечи партизан. Потому что и у меня был однажды разговор, не буду уже фамилию называть, когда мне сказали: так партизану был такой антисемитизм. Я говорю: слушайте, так, а вы возьмите все примеры антисемитизма и посмотрите, где были эти партизанские отряды. Они все находились на территории Западной Белоруссии, там, где до 1939 года была Польша. Все, разговор тут же моментально прекратился. То есть нам уже на подсознательном, на ментальном уровне пытаются включить обратный ход, что в Советском Союзе был дикий антисемитизм, что и Сталин, и Гитлер это одинаково два палача, что Сталин точно так же уничтожал евреев, как и Гитлер. И вот это вот идет ментальное изменение восприятия нашей истории. Вот здесь сразу возникает вопрос, откуда в Куропатах польские кресты? Так это опять... Откуда в Куропатах польские вот кресты? У нас Корнилова есть такая Оксана Викторовна Смоленская, историк, живет. И передача Ксении Лебедевой, она популярно, подробно объяснила, как создавалась вот эта фейковая концепция. Сначала была Катынь, потом туда подключили еще. Теперь уже 5 этих Катыней, так называемых, созданы проектов. Один из которых проект это именно Куропаты. И именно в Куропатах в 19 году установили фейковое кладбище польское. Там, по-моему, 9 крестов. Написано, что здесь расстреливали польских солдат в 1940 году. Хотя нет ни одного доказательства, нет ни одной фамилии. Так просто не могло оказаться. Да, их просто здесь не могло быть. И в Минске в 1939 году был расстрелян один человек по приговору 1938 года, а в 1940 году вообще никого не Такие расстреляли. гадючие фейки, Да. как Слушайте, Катыни, Куропаты, ну, они думайте, откладывают свои По яйца. приговору суда расстрел одного человека в Да, год. да. Значит, в любой другой европейской стране, там же такие цифры расстрела ведут, они же Ну так не на слушайте, порядок, они на чего- несколько порядков чего выше. далеко ходить за примерами. Самый год репрессий, там 38 год, 37, 38, по-моему, в советских лагерях и тюрьмах сидело как в процентном отношении, так и в абсолютной цифре людей меньше, чем конечно. при демократии Бориса Николаевича Ельцина. Вот, Надо вот вам сказать, что ответ. в Америке сидит больше, Да, чем да, при Ельцине. да. Ельцин честно сказал, что в России установлена криминальная сверхдержава в 90-е годы. Ну вот, то есть, понимаете, а все это выдумано, это для того, чтобы очернить Сталина, Иосифа Виссарионовича. И вот то, что, которое сейчас создаются интернет. Потому что Сталин, он стержень Да, вот этого да. мира, социалистического евразийского мира, который был основан на традиционных ценностях, Так вот, и поэтому на него понимаете, направлен весь огонь. вот Перенос преступлений фашизма Да. на Тех, Советский кто Союз. был против Да. этого Не мира можешь, и остается не можешь против него. оспорить идею социализма, Ну, значит, значит, перенеси преступление фашизма Да. и скажи, И- что социализм плохой. и вот получается, Припиши ему что преступление все нацизма. вот эти сайты, которые сейчас расплодились, множество так называемых около коммунистических или около Неомарксистских, неомарксистских, они видят, что идею саму убить Нельзя. нельзя, потому что идея, ну, мягко говоря, безупречная в нормальном исполнении. Поэтому ее надо изнутри опорочить и развалить. Вот то, что мы сейчас и видим. Вот во Франции вот эти беженцы, которые там вестник бури делают это. То есть они просто под видом самих же якобы марксистов пытаются дискредитировать вот эту идею. И эти авраамические ценности, о которых вы говорите, уничтожение религии, религиозных взглядов. Да, ЛГБТ сразу вот это Да. всех новых левых, Да. это общее знаменатель. ЛГБТ. Так вот, опорочить женское начало, так называемое. Вот зайдите на выставку Кола Арт 24. Вива Кола Арт 24. Там изображение нормальных женщин, только вот, когда олимпийских чемпионов нарисовали, остальное там такое страхолюдино, что, Там понимаете, тоже ненормальное ну, я изображение. понимаю, там... Там добро, чтобы похабили, извини меня. Ну, Да. это вы очень точно заметили. Знаете, Горький говорил, да, что
Мать – это основа Да. всего добра в Да, мире. так вот. Это все ЛГБТ, собственно говоря, оно направлено против женского начала, опять-таки, Да, так того, вот. как оно в Понимаете? авраамической цивилизации Вот понимается. Посмотреть на то, как... Всяческое Да. извращение и затирание, и, собственно, выраженные, значит, там, драг-квин, как они называются, и все эти, они словно говорят, что вообще женщины, они какие-то, они не нужны лишние в обществе. Нет. Женственных Понимаете? женщин не надо. Вот Деторождения не надо, нормальных женщин не надо. Но тут, собственно говоря, западная вот эта цивилизация, она возвращается к своим духовным или антидуховным корням, в дохристианской, как я это называю, джагилия. Народы ислама называют период до ислама джагилия, то есть мрак, невежество. И, ну а цивилизация материальная была очень высокая у античников, а у них имеются вот этих самых греческих, древнегреческих философов, там, писателей, различные неоны женщины, а наоборот, что женщины похожи там на тех или других, в общем, всех животных, значит, которые того пола, который, значит, не мужской, вот на них похожи женщины человеческие. И, собственно говоря, ну, приходится их терпеть, чтобы они рожали детей. Ну, до Чалпы не дошли, надо воевать все время, надо рабов захватывать. Но, значит, в плане там интеллектуальном, человеческом, женщина это реально человек. И вот это приписали, кстати, вот этот взгляд, исконный взгляд идолопоклонничества, особенно вот этого западноевропейского, его приписали традиционным религиям. Но на самом деле все с точностью наоборот. Как раз таки вот ценностный подход традиционных религий ставит женщину и мать на высочайший пьедестал. Но существовавшее в обществе отношение к женщине вот такое, понятно, что оно не было выкорчевано этим подходом, и оно себе свило гнездо, и оно продолжало существовать, как бы, да, в ареалах авраамических религий. И когда наступила эпоха модерна и признание равенства прав людей и всякое такое, да, значит, стали все традиционные религии шельмовать тем, что они недостаточно женщине уделяют внимания и почета. И вот мы видим, куда пришла безбожная цивилизация Запада сегодня. Вот смотрите. С этими, вот как вы говорите, что, собственно, только извращенное, искаженное, испохабленное представление вот именно и женщин. сейчас начинают появляться, я пока не проверял, насколько это фейк или не фейк, но когда в 50-х годах стал зарождаться феминизм, вот такой махровый, матерый феминизм, то это было направление именно для того, чтобы задавить коммунистическое движение, чтобы сдвинуть, типа, коммунисты проповедуют одно, там равенство, все, ну, что не равенство, но в смысле, они типа женщинам не уделяют внимания, там, т.д. И зародился феминизм. Но, Александр Степанович, в 50-е годы существовало государство Советский Союз. Вот, и это было направлено против государства Советский Союз. Именно потому что, это был проект ЦРУ. Именно потому что Советский Союз пережил вот эти вагания первого десятилетия, когда там всякие, да, были вот эти все задолго западноевропейского марксизма по форматированию общества, ликвидации института семьи, ликвидации брака как регулятора интимных отношений. После этого Советский Союз стал на магистральную дорогу под руководством Сталина. Откуда что берется? Под руководством Что Сталина. возникает на какой-то базе. Значит, в 30-е годы, я сейчас точно дату не назову, Геббельс выдвинул такое предложение. Значит, нужно создать организацию контроля семьи. Потому что у нас вот, типа, мы тут воюем, мы убиваем, но мы убиваем мало, значит, все пробовали. Газовые камеры пробовали, радиоактивное облучение пробовали, значит, облучать людей, чтобы они детей не имели, все что угодно. Но все это было неэффективно. И тогда он внес предложение создать, типа, общественную организацию, значит, дать ей лозунг «желанный ребенок в желанное время» и тянуть как можно дольше, чтобы женщина не успела родить. А потом уже было, типа, уже в возрасте уже нельзя.
И вот эта организация была закинута в Англию, они с Англией боролись, потом по всему миру ее стали распространять, с тем, чтобы осталась арийская нация одна, а все остальные повымирали. И это ровно политика инофонда в ООН, на Беларуси, Да. известная вот это желанный ребенок, и, собственно, сразу показали данные, что как только началась пропаганда, есть на это статьи в научных сборниках, внедрены понятия, и сразу падает процент желанных детей, а нежеланных становится больше. Естественно, чем больше объясняют женщине, что нежеланного ребенка не надо, а должны быть желанные, так никогда он не будет желанный, да? Грубо говоря, сидят 3 человека и едят втроем из одной миски. И когда будет желанным 4-й, который присоединяется к этой миске? То есть в тот момент, когда выхолощено, опять-таки, духовное начало, духовные основы детей, семьи, деторождения, ответственности перед обществом в том числе, да, ответственность какой-то социальной перед близкими, когда сломано вот это, да, что дети, когда уже внуки будут, да, так сказать, когда уже внучкам подаришь мне, да, это в корне сломать, и тогда начинается обвал рождаемости. В этом отношении хотелось бы маленькую такую ремарку сделать по поводу религии. Вот у нас любят, говорить, что советская власть там, и обычно все бочки на Сталина катят. Но, допустим, я изучал архивные документы церковных церквей, на каждую церковь заводил дело. И вот я смотрел, что у нас, допустим, епархия, документы переданы уже в областной архив Минской области, и там, допустим, в 1946 году от имени власти, от Совета народных депутатов района стали заключать договора с общинами верующих на использование церквей. То есть состоялась опись имущества, то есть церкви, они стояли на уровне государства. То есть государство следило за тем, чтобы каждая церковь имела договор, чтобы в каждой церкви была община, и все. И когда составляли списки актива церковного, против каждой фамилии чем занимался в годы войны, чтобы, не дай Боже, ни один полицай в эту общину не вздумал пролезть. Вот, пожалуйста, на хозяйстве, на сельском хозяйстве, все, вопросов нет. То есть под руководством Сталина Советский Союз произвел именно вот это сполучение, да, то есть он теории практики социализма и традиционных ценностей, поставил авраамических ценностей от цивилизации под свою опеку, под государственную опеку. И народные депутаты, вот из Совета народных депутатов, они следили, не то следили, но они договаривались, передавали в эксплуатацию здания церквей, общине. Пожарники, соответственно, делали осмотр. Все по советскому закону. Смотрели, что крыша была оцинкована, чтобы колодец был рядышком, чтобы там не было никаких этих. Потом электрики свои заключения давали, то есть, что, допустим, проводка нормальная, там все. То есть, все это делалось, все справочки прилагались, то есть, государство заботилось, чтобы не могли эти церкви там не сгореть, ничего. Понимаете, вот я читаю... Давайте я подчеркну главную мысль. Да. Значит, церковь – это идеология. Да. И государство заботилось, чтобы предатели, бывшие полицаи, там еще кто-то, не дай бог, в идеологию не попали. И это в том числе. То есть было еще дальше контроль, но вот эта вот система... И было признано, что идеология духовности, идеология церквей, традиционных общин, мусульман, иудеев, это часть общей идеологии Советского Союза. А уже начиная с 60-го года, заметьте, не 53-го, а 60-го. Это не 53-й, не 60-й, это 20-й съезд 56-го года. Да. И начался поход хрущевеца именно против религии, против веры, против верующих советских людей. Не полицаев.